Это ChatGPT и так называемые большие языковые модели, Large Language Models, LLM. Речь идет о том, что можно назвать обработкой этих моделей. Фактически базы данных чат-ботов целенаправленно насыщаются пророссийским контентом. Существует также сеть под названием «Правда Network». Она, насколько я понимаю, действует уже более 10 лет, но в последнее время как раз и специализируется на подобных операциях. В ряде материалов, которые я читал, весьма детально показано, что объектом такого воздействия стали до 10 различных систем чат-ботов. Не только ChatGPT, но и Gemini, ну и другие. Иными словами, на их базы данных уже нельзя полагаться как на нейтральные и заслуживающие доверия. Это не нейтральная среда. Рассматривать такие системы как нейтральные базы данных наивно. Задача как раз и состоит в том, чтобы встроить смещение, которое впоследствии становится невидимым для пользователя. Обычный пользователь не способен это обнаружить. Для выявления подобных вмешательств требуется специализированная, прежде всего техническая экспертиза. Это сравнительно новое явление, и у меня нет готового ответа, как ему противостоять. Но очевидно, что речь идет о серьезной проблеме. Тем более, что сегодня этими чат-ботами пользуются практически все. И мы уже понимаем, что они не нейтральны. И, пожалуй, еще один важный вопрос. Кто всем этим занимается? Сейчас уже достаточно надежно установлено, что в России существует своего рода вертикальная иерархия, командная система, управляющая этой деятельностью. Ключевой фигурой здесь является Сергей Кириенко, бывший премьер-министр времен позднего Ельцина, который сегодня курирует соответствующее подразделение в администрации Кремля и формулирует стратегические установки. Далее в дело вступают многочисленные исполнители этих установок. Это, разумеется, спецслужбы. ГРУ и ФСБ, но все в большей степени также и тролль фермы, в том числе печально известная структура в Санкт-Петербурге, а и также коммерческие компании. И здесь тоже произошли изменения. Появились такие игроки, как СДА и структура, уже достаточно хорошо известные. Они превратили подобные компании в бизнес-модель, не только реализуя их, но и тщательно анализируя, каким образом можно максимизировать их эффект. Несколько месяцев назад произошла широко обсуждавшаяся утечка материалов компании СДА. В открытом доступе в интернете оказались около 30 тысяч документов. Возможно, их слили какие-то спецслужбы. По крайней мере, я склонен так думать, хотя доказательств у меня нет. В любом случае, этот массив данных представляет собой крайне ценный и показательный источник для анализа того, как именно работает СДА. И по этим материалам видно, как именно они выстраивают коммуникацию с администрацией Кремля. Это коммерческая структура, для которой подобная деятельность стала бизнес-моделью, источником дохода. Поэтому некоторые исследователи предполагают, что в отчетах перед Кремлем они могут даже преувеличивать собственную эффективность, что вполне вероятно. Но по-настоящему поразило меня другое. Они сформулировали так называемые KPI — ключевые показатели эффективности, хорошо знакомые обычному бизнесу. То есть речь идет о конкретных числах, о целевых показателях, которых они хотят добиться. Один из таких показателей — сколько людей в Германии должны проголосовать за альтернативу для Германии. Точных цифр я сейчас не назову. Другой KPI, чтобы 55% немцев испытывали страх перед будущим. То есть страх и способы его распространения являются одной из ключевых целей. Это прямо подтверждаются соответствующими KPI компании СДА и подобными показателями. Доказательств этому накоплено довольно много. На этом, пожалуй, можно остановиться. Главный вывод заключается в том, что все это стало значительно более масштабным и технологически сложным предприятием. Сегодня это прежде всего социальные сети, алгоритмы и теперь уже чат-боты. Мы всего этого, как правило, не видим, но на самом деле действует чрезвычайно мощный комплекс компаний. Все это — дезинформация и пропаганда. И это лишь одна составляющая гибридной войны.